Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Полемика вокруг Пицунской госдачи продолжается. Общественная палата настоятельно рекомендует экспертизу документа АБААШ за ратификацию соглашения. Абхазская культура в контексте национальной безопасности. Семинар на эту тему состоялся в центре имени Зураба Ачба. Останутся леса Абхазии в виде монографии или будут процветать? Состоялась презентация монографии Сергея Беби «Леса Абхазии». В абхазском обществе продолжается полемика вокруг проекта закона о ратификации соглашения между правительством Абхазии и правительством России о передаче в собственность Российской Федерации объекта государственной дачи в Пицунде и порядке его использования. Совет Общественной палаты настоятельно рекомендует депутатам Народного собрания отложить рассмотрение вопроса, провести экспертизу соглашений на соответствие Конституции Республики Абхазия, законам о международных договорах, об особо охраняемых природных территориях и других, с учетом национальных интересов Абхазии. Об этом, в частности, говорится в письме, переданном сегодня спикеру парламента членами Совета палаты. Учитывая, что обсуждение в обществе и полемика вокруг соглашения неуклонно ведет к очередному противостоянию между оппозицией и властью, в которую втягивается все большее число людей, совершенно очевидна необходимость вернуться к спокойному анализу документа, отмечается в письме. Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов АБААШ призывает своих боевых друзей-ветеранов поддержать решение о ратификации Абхазо-Российского соглашения о передаче в собственность России госдачи Пицунда. Авторы заявления возмущены политическими спекуляциями на эту тему и считают необходимым ратификацию соглашения в короткие сроки. Проект новых правил аккредитации журналистов и технических специалистов СМИ при Народном собрании обсудили на заседании профильного парламентского комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. Заседание провел председатель комитета Инар Сацба. Правила разработаны в связи с необходимостью совершенствования нормативного регулирования деятельности журналистов, освещающих работу парламента, а также утраты актуальности действующих правил аккредитации журналистов при парламенте Республики Абхазии, принятых 29 октября 2001 года. Профильный комитет принял решение вынести проект на рассмотрение очередного заседания сессии парламента. Об этом сообщается на сайте парламента. Общественный деятель Джансу Хадлиба сделал обращение к согражданам. Напомним, что он продолжает бессрочную акцию протеста против повышения цен на топливо на площади Свободы. Адлиба в июне провел 17-дневную голодовку в Сухуми. В ходе акции было собрано около 10 тысяч подписей под этим требованием. Руководство страны в лице президента дало обещание найти выход и снизить цены. Срок обещаний истек 15 июля. يشسردر رستخو أحنتكر خدا يا جشنا يمكتز يا مزج حران شيء أبلطخ على الرزحن وبلا عمشت خمش توي تبرا حقويشتي ده خمش أشحراستوي خمش رامشته أبلطخ أنوي مشت Амилат интереско рыхчеразын стахрапа акыр рычдыр тбауэ. Амлашраге яцсот избан абзар вахада шапсухот аман избазом сымлашра фатуда ждуда а хаким цагима парцискуэ. Абриоп сейчас хасистахо абзира тюкзайд обслужила. Тем временем в режиме видеоконференц-связи состоялось расширенное совещание по вопросу ценообразования на нефтепродукты. В работе совещания приняли участие коллеги из Министерства экономического развития, Министерства финансов и Министерства энергетики России. Абхазскую сторону представляли вице-премьер-министр экономики Кристина Узган, министр по налогам и сборам Джансу Хнанба, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш, начальник управления казначейства Саид Губас и представители
топливных компаний Абхазии. Об этом сообщает Апсны пресс. Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе визита министра МВД Абхазии Вальтера Будба в Россию. В ходе рабочих встреч с руководителями подразделений Центрального аппарата МВД России обсудили вопросы в сфере борьбы с организованной преступностью, совершенствования технологий экспертно-криминалистической деятельности, правопорядка и безопасности на приграничных территориях. На встрече Вальтера Будба и председатель Общественного совета при МВД России Анатолия Кучерена обсуждались вопросы формирования и деятельности Общественно-ветеранского института. На торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам ведущего вуза МВД России Московского университета имени Кикатя на Красной площади Вальтер Будба поздравил выпускников университета и вручил курсантам из Абхазии дипломы квалифицированных специалистов. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сухума по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. 13 июля в УВД столицы поступила информация о том, что в медучреждение доставлен 38-летний житель Гулрыбского района с телесными повреждениями. Следственно-оперативной группой установлено, что травмы в область головы и тела потерпевшему нанес 32-летний Беглар Пипия. Инцидент произошел на территории МОКа-пляжа в Сухуме. Решением столичного суда Пипия заключен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела проводит Следственный отдел УВД по Сухуму. Об этом сообщается на сайте МВД Республики. «23 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Абхазии с 15 по 19 июля. 15 заболевших из Сухума и Сухумского района, 6 из Гудауты, 2 из Ачимчиры. По словам главного врача Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Людмилы Скорик, ситуация находится под контролем. Главврач СЭС связывает случай заражения ковидом с проведением массовых мероприятий. Она призывает граждан вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию. На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находится 8 пациентов. Об этом сообщает Апсны пресс. Всемирная организация здравоохранения констатирует новую волну коронавируса в Европе и призывает принять оперативные меры. В России также фиксируется рост заболеваемости. Об этом сообщает телеграм-канал «Медиацентр МИД Абхазии». Абхазская культура в контексте национальной безопасности. Семинар на эту тему состоялся сегодня в центре имени Зураба Аджба. Организатором диалога выступил Центр социально-экономических исследований Абхазии. Все подробности расскажет Анастасия Никонова. Это второй круглый стол в рамках проекта Центра социально-экономических исследований Абхазии. На этот раз главной темой беседы стала абхазская культура в контексте национальной безопасности. Главными спикерами по этой теме стали руководитель Центра социально-экономических исследований Абхазии Олег Домения, председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дарафит Бар, теолог, секретарь СМА Герман Маршан и писатель Даур Начкебе. Наш же семинар называется «Абхазская культура в контексте национальной безопасности». То есть, что было такое в абхазах, что они придумали, чтобы сохраниться и обеспечить свою безопасность. И во что это потом вылилось. Я думаю, что основой нашей культуры является абсура. Абсура бхара и хаданы и хаму, скуяногу. Ну, здесь, конечно, встает риторический вопрос, может быть, в некотором роде, что было раньше, яйцо или курица. В том плане, что, а может, абсур – это итог нашей культуры. Скажем, сейчас определить это, наверное, невозможно, что зачем следует. Но мне кажется, что, наверное, культура возникает из того, как тот или иной народ понимает и принимает мир. Абсура, на мой взгляд, итог того, как абхазы понимают и принимают мир. Поэтому, скорее всего, абсура есть то, из чего возникла, мне кажется, наша культура, в общем-то. Председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дарафит Бар, говоря об абхазской культуре, коснулся так называемой бытовой культуры, которая, по его мнению, уходит в тень. Хотя она с точки зрения национальной безопасности очень важна. Я имею в виду, мы всегда очень легко отличаем место, где живет абхазец.
абсудаханхо и разник и удрут. Особенно, когда уже Абхазия стала многонациональной, не надо было нам объяснять, что в этом дворе живет абхазец. Мы только, смотря сдалека, сразу понимали, есть ли у этого человека огромный двор, идеально чистый. С точки зрения современного восприятия, да, реалий, это пустая трата земель и расточительство, да. Но если мы сравним, например, с владениями, с замками аристократов, значит, Англии, да, французских аристократов, ведь это ничем они не уступали. Единственное, что, к сожалению, в отличие от тех аристократов, абхазской знати не давали возможность развития этих замков, да, и их расширению. Все время война сносила, они заново строили. Но это, с моей точки зрения, показатель огромной культуры народа, когда человек воспринимает окружающий его мир не только как ресурс для существования, но ее воспринимает как некую эстетику, некую красоту, необходимую в его жизни. Культура малочисленного народа концентрирована гораздо больше, чем культура многочисленных народов, отметил в своем выступлении руководитель Центра социально-экономических исследований Абхазии Олег Домения. Тем более абхазская культура, она горская культура по своей типологии. Это природные условия, она на самом деле диктует человеку свои условия. Ему приходится приспосабливаться, адаптироваться к этим условиям. Что хочу сказать, это непростые условия. Непростые условия. Обратите внимание, как писал Чехов об абхазах. Значит, когда он в Абхазии был и отдыхал там, кажется, в Афоне, он это заметил, что вон ленивые абхазы появились. Ему показалась походка абхазов как показатель черта ленивости. Это писатель, конечно, на Кавказе редко бывал, пожалуй, может быть, первый раз бывал, и он не знал, как природа влияет даже на походку человека. Ибо на равнине он быстрее идет, а в условиях гор ему приходится экономить энергию, ибо он вечно находится в пространственном движении по вертикали. То поднимается, то спускается. Значит, ему нужно экономить эту энергию, и потому мы медленно ходим. Соразмерная ходьба. Соразмерно этой природы. Культура – это отражение человека, отметил секретарь СМА, теолог Герман Маршан. По его мнению, она формируется от окружающей нас природы, прочитанной литературы и традиций. О том речь идет, что культура и становление, конечно, нашего этноса – это не что-то такое, что происходит, как отец Дорофей сказал, в пещере Абрскила. Да? Мы не изолированы толстыми стенами пещеры, и вот нечто такое продуцируем из себя. И вот вы затронули очень интересный вопрос, что предпринимали абхазы, чтобы самосохраниться. Да? И вот вы говорили вот точно так же об этикете. И затронули совершенно вот интуитивно, очень верно сакральную трапезу. Точнее, просто трапезу, которая на самом деле для каждого человека, для каждого индивида является нечто сакральным. Диалог спикеров длился более часа. Полная версия круглого стола «Абхазская культура в контексте национальной безопасности» будет доступна на официальном сайте Центра социально-экономических исследований Абхазии. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абазатова. В первом полугодии 2022 года в Абхазии родилось 562 ребенка. Из них 283 мальчика и 279 девочек. Об этом Апснепресс сообщили в Минздраве республики. Среди родившихся в этом году детей 341 абхаза, 66 армяне, 63 грузины, 40 русские, 52 других национальностей. В Минздраве также обратили внимание на то, что помимо детей, рожденных в медучреждениях Абхазии, немалое количество детей рождается в родильных домах российских городов. Цифры, представленные Минздравом, отражают показатели родильных отделений Абхазии.
По данным «Спутника Абхазии», тенденция на снижение рождаемости сохраняется. Так, в первом полугодии 2020 года по всей республике родилось 668 детей. 2021 года – 611 детей. При этом смертность в Абхазии превышает рождаемость более чем в 2 раза. По данным Минюста, за полгода 2022 года в Абхазии зарегистрировано 519 новорожденных, умерло 1166 человек. К новостям науки. Студенты фармацевтического факультета Башкирского медицинского госуниверситета исследовали лекарственные растения Абхазии. Они провели выездную практику в Сухумском ботсаду, сообщает телеграм-канал «Спутник Абхазии». Образцы, заложенные в гербарии, служат для дальнейших исследований, рассказала профессор Светлана Хасанова. Молодых башкирских фармацевтов в Абхазии заинтересовали эвкалипты, можжевельник, кипарис и разные виды сосен. Кроме того, группа отправилась и в Рицинский нацпарк, где растут морозники, диаскории, змеевик и другие растения, медицинские виды, которых больше нигде не встречаются. Монографию «Леса Абхазии» презентовали в Институте ботаники Академии наук Республики. Книга – плод многолетнего интеллектуального и практического труда доктора биологических наук Сергея Михайловича Бебия. «Леса Абхазии» смело можно назвать энциклопедией, которая наиболее полно описывает дикую фауну Абхазии. Подробности у Марианы Котовой. «Леса Абхазии» – книга настолько же уникальна, как и, собственно, леса Абхазии. В северном полушарии нет деревьев древнее, чем в горах нашей страны. Реликтовые виды деревьев и их сообщества сохранились в том виде, какими они были тысячелетия назад, благодаря уникальным климатическим условиям. Если брать, конечно, все северное полушарие, там с ними будут конкурировать секвойевые леса Северной Америки. Но в Евразии никто не может конкурировать с пихтовыми лесами Абхазии. Все это здесь отражено. И это на самом деле настоящая энциклопедия, которая предназначена для очень широкого круга читателей. Всю свою жизнь Сергей Михайлович Бебия отдал на то, чтобы изучить и сохранить леса Абхазии в первозданном виде. Ведь ценность леса не столько в самих деревьях. Леса – это генераторы и резервуары природной влаги. Чистая вода, которой так гордится Абхазия сегодня, образовалась и сохранилась благодаря лесам. Абхазия пока еще располагает чистой питьевой водой на душу населения на первом месте в мире. Благодаря лесам водосборных склонов, которые сохраняют эти леса. Но если мы будем там вырубать и продолжать, если начнут наши леса сегодня во многих местах деградировать, то этой воды не будет. Монографию Сергея Бебия его коллега Роман Дбар называют результатом не только интеллектуального труда, но и гражданской позиции. Благодаря его принципиальности еще в 70-х годах, когда о проблемах экологии в мире еще не задумывались, в Абхазии уже сокращали вырубку леса. Еще задолго до того, как родились экологические движения на Западе и в России, в конце 60-х, в 70-е годы наш народ, выступая за свою национальную независимость, за свой национальный суверенитет, добивался прекращения рубок в лесах Абхазии. И Сергей Михайлович является человеком, который находится в основе этого движения. В то время отстоять абхазский лес Сергею Бебия помогал Баграт Шинкуба. Мы с ним ездили в Москву на встречу министра лесного хозяйства СССР и доказывали, убедили, и объем лесозаготовки в Абхазии были сокращены с 400 до 2000 километров. Есть в монографии Сергея Бебия раздел, посвященный лесу, который исчез на наших глазах. Это самшитовый лес. О нем будущие поколения узнают только из этой книги. По сути дела, это памятник самшитовым лесам. И, к сожалению, ни ныне живущему поколению, ни в ближайшей перспективе никто не сможет увидеть те леса самшитовые, которые были в Абхазии, в том виде, в каком они были, потому что для их восстановления потребуется по меньшей мере 500-600 лет. Посвятил свою книгу «Леса Абхазии» Сергей Бебия своему младшему брату Маврику, который был связан с абхазским лесом ничуть не меньше Сергея Михайловича. Он был лесоводом. Благодаря тому, что семья взяла все бытовые проблемы на себя, Сергей Бебия смог посвятить свою жизнь науке. У нас семья была большая и большое крестьянское хозяйство. Требовалось огромные силы, усилия,
труд всех членов нашей семьи, сестер и братьев. Но сделали они так, что меня избавили от всех этих забот. За все время нашей жизни, моей деятельности, я испытывал полную свободу и себя мог посвятить любимой работе науки. Поэтому я им, как его благодарен, здесь присутствуют мои племянники, здесь присутствуют мои племянницы, которым я приношу также большую благодарность. Сегодня, перешагнув 80-летний рубеж, Сергей Михайлович, не покладая рук и без устали выступая на всевозможных площадках, говорит и пишет о том, что Абхазии необходимо начать вести лесное хозяйство, высаживать быстрорастущие и хорошо воспроизводимые породы деревьев. Многие образцы уже растут в дендропарках Абхазии. Все описано и изложено в теории. Сергей Бейбе сделал для этого все. Дальше дело чиновников. И уже в их руках. Останутся леса Абхазии в виде монографии или будут процветать. Марьяна Котова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ. В продолжении темы защиты окружающей среды предлагаем вашему вниманию новый выпуск видеокомикса от агентства социальной информации «Апсны». Он расскажет и покажет, как повысить уровень экологической просвещенности, внести свой небольшой вклад в защиту окружающей среды. Концерт «Орион» оперного певца Саида Габечи и знаменитого российского пианиста Андрея Коробейникова состоялся сегодня в Абхазском драматическом театре имени Чанба. Он посвящен 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова. В исполнении Габечи прозвучали камерные вокальные произведения Рахманинова. Андрей Коробейников представил полноценную сольную программу, составленную из шедевров фортепианной музыки композитора. Абхазию, Сочи и Калининград назвали самыми бюджетными направлениями для отпуска на море с вылетом из Москвы. Варианты путевок дешевле 100 тысяч рублей назвали аналитики сети турагентств 101 Тур, сообщает Абсадгилинфо со ссылкой на лента.ру. Отдохнуть на море вдвоем в течение 10 ночей в Абхазии можно за 60 тысяч рублей, а на побережье Калининградской области за 64,5 тысячи рублей. В Сочи стоимость самой бюджетной путевки начинается от 83 тысяч рублей. При этом в середине июля цена была гораздо выше, от 109 тысяч рублей на двоих. К новостям спорта. Единый чемпионат для команд Крыма и дружественных республик планирует создать в Министерстве спорта России. Об этом сообщает sports.ru. Такое решение было принято на совещании в ДНР, рассказал заместитель министра спорта Одесс Байсултанов. Будут привлечены еще 2 старших возраста в академиях футбола, чтобы дети, которые в будущем потенциально идут в премьер-лигу, тоже имели возможность соревноваться, сказал Байсултанов. Проведение чемпионата запланировано на март-ноябрь 2023 года. В состав участников турнира войдут ЛДНР, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации. Лошадь по кличке Радеда абхазского коневладельца Надара Цишба заняла первое место в розыгрыше приза «Встреча калининцев». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Забег проходил на дистанции 1400 метров среди чистокровных английских лошадей 2 лет. Мастер-жокей Алим Батуев всего в забеге принял участие 3 лошади. Скачки прошли на Нальчикском ипподроме. В завершении выпуска прогноз погоды.
20 июля погода в Абхазии ожидается облачной с прояснениями. Временами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 22-27. Температура морской воды 25 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.